Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Петр Бурцев, руководитель IT-компании, которая разработала приложение «Обращайся», первую якутскую социальную сеть. Какая миссия и цель, а также основная задача проекта «Обращайся»? Миссия – это создать единое сообщество, да? Экосообщество для всех пользователей. Для всех пользователей и для всех сфер, для ведомств, для бизнеса, для обычных людей, для блогеров. Создать некое сообщество, где бы у всех были бы инструменты решения своих вопросов, взаимодействия, общения. Да, и основная концепция у нас заключается в том, чтобы объединить все сферы нашей жизни. Все мы находимся в разных социальных сетях, даже запрещенных. Да? Или находимся в каких-то мессенджерах, каналах, например, в Telegram. Telegram это что? Да? Это вроде бы мессенджер, и в то же время можно вести свой канал. Есть YouTube, где я могу вести канал, да? Рассказывать о себе, о своих увлечениях, какие-то интересные контенты влаживать. Запрещенный Instagram в России. Но это отдельная тема. Все мы привыкли быть в этой запрещенной сети, Инстаграме, да, потому что это реально другой мир. Это окно в другой мир, все в ярких красках. Ее основная концепция – это яркие фотографии, яркие моменты, видео, и вот этим она интересна. Да? И еще один фактор того, что люди уже привыкли. Блогеры уже набрали своих подписчиков, они уже там ведут свой контент, общаются, работают, зарабатывают кто-то, да. Бизнес то же самое, там рекламирует себя, свою продукцию. Есть другие наши российские социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, да, там то же самое. Там то же самое. Все IT-компании, IT-индустрии, на самом деле все идут к тому, чтобы создать некое сообщество. Это вот, конечно, их результат – социальной сети. Приведу простой пример. Да, вот, помните 2GIS? Раньше какой он был? И раньше я нажимал, написал адрес и доехал туда. Она была карта. Сейчас она становится, у них появился профиль. Профиль компании, но профиля человека там нет. Тот же YouTube. Это был просто как кинотеатр, да, видео загрузил, и люди смотрят. Сейчас я там могу вести свой канал, да? То есть я собираю некое сообщество. ВКонтакте ее концепция была, общаться со своими друзьями, да, подписывать своих друзей. Инстаграм то же самое. Это вот именно все собирают. Даже вот WhatsApp, на самом деле он тоже запрещенный, но, наверное, слышали, что у WhatsApp появилась такая функция, как создание канала. То есть тоже можно создать свое сообщество. У нас вот в республике, скажем так, очень много IT-компаний, которые разрабатывают что-то, да, очень полезные для людей, да, маркетплейсы разные, да, афиши разные. Но на самом деле все идут тоже как и мы, все, да, вот, все хотят создать и создают некое сообщество. Мы уже создали якутскую первую социальную сеть. Я считаю, мы считаем, да, что она вышла именно в тот период. Тот период всех этих запретов, да, тот период, когда мы все находимся в разных сообществах, в разных социальных сетях. И вот поэтому сейчас нам всем очень важно создать собственное свое. Для всех якутян, для всех жителей республики это наша общая задача. Создать свое якутское социальное сообщество. Чтобы не мы шли в другие социальные сети, а к нам шли, чтобы у всех появился интерес, и они к нам шли. Другие регионы, даже другие блогеры, другие бизнесы. И в том числе любой человек может создать свой канал, да, и становиться
может быть блогером, да, может быть собрать вокруг себя своих аймахов, там, родственников и создать свое сообщество, да, и тем самым вести свой контент. То есть для каждого жителя, для каждого, кто пользуется приложением «Обращайся», есть место, есть инструмент. Вот в этом у нас заключается уникальность, да, вот в этом заключается наша концепция создать единое сообщество, единое эко-сообщество, по сути, цифровую копию нашей республики, нашей жизни. Почему именно сейчас актуальна эта тема? Например, возьмем Инстаграм. Большинство блогеров там на самом деле, да, все скачивают VPN, различные VPN, даже оплачивают эти VPN и заходят в Инстаграм. По привычке, скажем так. Большинство старается быть там. А законодательство скоро запретит. Роскомнадзор Российской Федерации запретит различные VPN, потому как VPN на самом деле не безопасны, потому что человек предоставляет доступ на свои персональные данные на самом деле. Да, это, во-первых, небезопасно. Во-вторых, они выступают каким-то посредником между каким-то сообществом. Ну зачем? Да? Когда можно создать свое, разработать свое, всем нам, жителям, да, как я сказал, блогерам, создать свои инструменты и создать свое единое сообщество. Что вдохновило вас создать проект «Обращайся» и почему он так называется? Изначально она не была такой. Вот даже в названии есть, да, «Обращайся». Это был инструмент для обращений. Но на самом деле инструмент обращений подразумевался сначала как обращение в органы власти, ведомства, в организации. Но после того, как мы запустили первый вид, ну, первый, да, как первая ласточка «Обращайся», после нее она кардинально, концептуально изменилась. Да? И на самом деле обращаться можно не только в органы власти, да, жаловаться там, писать заявления в надзорные органы. Но на самом деле мы же обращаемся друг к другу, во-первых. Обращаемся к бизнесу, обращаемся к своим близким, там, да. И вот поэтому и всегда, когда мы что-то делаем, что-то хотим передать, рассказать людям, мы всегда говорим в конце «обращайтесь». И вот ее концепция заключается вот именно в этом. Чтобы мы, каждый, обращался друг к другу, к миру, к себе, друзьям, близким, бизнесу, ко всем. Вот ее основная концепция. А какие проблемы и вопросы решает приложение «Обращайся»? Ведь есть же госуслуги. Нет, это не как госуслуги. Человек пишет в адрес госуслуг, а там уже дальше передается кому-то, и кто-то вышестоящие, нижестоящие органы, да, к какому-то специалисту идет, потом это согласовывается, потом берется какая-то информация, какие-то данные, и потом к тебе через определенное время, в определенный промежуток по регламенту, административному регламенту, к тебе приходит какая-то справка, какой-то документ, или решается какой-то вопрос, или где-то тебя записывает какой-то государственный или негосударственный орган. В нашем случае это зона ответственности. Я обращаюсь, чтобы решить свои дела, непосредственно, например, директору школы, непосредственно учителю, непосредственно заведующей детского сада, или непосредственно к мэру, или непосредственно к какому-то специалисту, который именно занимается тем вопросом, на который я обращаюсь. Напрямую и без посредников. Да, напрямую, без посредников. И тем самым обращаясь, происходит некая зона ответственности. Каждый, кто в приложении, да, у него есть зона ответственности. Вот этим и отличается. То есть я могу уточнять любые вопросы, да, свои вопросы и получать ответы от непосредственного исполнителя. Вкратце расскажите, пожалуйста, про путь пользователей в приложении «Обращайся». Человек скачивает приложение, он покупает там билет в кино, концерт, да, заказывает еду, пишет запрос в администрацию и получает справку. Это что касается обычного пользователя. Да? Бизнес начинает там зарабатывать. У него, как я сказал, есть инструменты, которые продвигают его бренд,
увеличивает его продажи, выставляет свои услуги и товары и напрямую продает. У него по-простому есть готовый интернет-магазин. Для блогеров это аналог всех тех социальных сетей или мессенджеров. Телеграма, там, WhatsApp, да. То есть блогер может ввести свой канал, блогерский канал и набирать подписчиков, набирать аудиторию и без VPN, да, без боязни того, что заблокируют, без боязни того, что когда-нибудь перестанет работать вот это вот социальное сообщество. Ведомства, они решают свои дела, они имеют контакт со своим населением, да, оповещают об отключении электроэнергии, о том, что воды не будет. И таким образом уже решаются вопросы со стороны организации и со стороны людей, граждан. По сути, это наша копия нашей, цифровая копия нашей жизни, как я сказал. Мы общаемся, решаем вопросы, продаем, покупаем, да, и в том числе ведем свой контент. Вы говорили, что есть маркет, да? А в чем отличие от других маркетплейсов? Давайте расскажу, я бы сначала про приложение «Обращайся». Да? Приложение «Обращайся» имеет 4 пользователя. Это обычный пользователь, да, и мы с вами. Это публичное лицо или блогер, да, второй. Третье – это бизнес, и четвертое – это ведомство, организации, школы, детские сады, там, администрации. 4 пользователя. У каждого 4 пользователя есть инструменты, да? То есть каждый решает свое дело. Второе – это как социальная сеть, как я рассказал, да? Социальная сеть. Третье – это marketplace. Это инструменты для бизнеса больше, да? Или выкладывание каких-то объявлений. Это как единый торговый центр, скажем так. Вот. Я чуть более подробно остановлюсь. И в-третьих, это ведение блога. Да? Для обычного человека это можно вести блог. Что касается маркетплейса, она несколько отличается от других известных, да, и неизвестных, новых маркетплейсов. Вообще маркетплейс это что? Маркетплейс, она подразумевает что? За маркетплейсом обязательно есть логистика. Есть доставщики, курьеры, люди, которые упаковывают этот товар, люди, которые принимают ваше обращение, скажем так, да, ваш запрос. Люди, которые собирают все это, упаковывают и отправляют ваш адрес. Вот это и есть маркетплейс. Там есть товары, ты оплатил, и тебе доставляют этот товар. Но на самом деле за этим маркетплейсом стоит огромная работа. Огромная работа людей, огромная работа бизнеса, огромная работа логистики. В нашем случае наш маркетплейс, маркет несколько отличается. Потому что за каждым товаром, чем отличается, чем уникальность, да? За каждым товаром находится бизнес. То есть она отличается вот этой уникальностью. И за каждым товаром находится бизнес, который говорит с тобой, уточняет, упаковывает сам и доставляет тебе сам. Вот ее главное отличие нашего маркета. А вот вы говорите зона ответственности, да? А может быть такое, что мне не ответят? Может. В нашем случае мы даем инструмент. Инструмент пользователю ведомства, то есть специалисту по зоне ответственности. Например, в школе мы даем канал, да, ведомственный канал, который там находятся люди. Для этих специалистов мы разработали инструменты приема вот этих каких-то вопросов, уточнения, да, хранения документов, архивирования, прослеживания, потом корпоративный мессенджер, цифровая почта. У них есть инструмент, это как калькулятор для бухгалтера. Вот за каждым каналом находится вот такой цифровой кабинет, и это управление бизнесом, управление делами. И вот поэтому человек отправляет обращение кому-то, да? Кому-то обращение, решите мой вопрос, то в этом случае она поступает специалист, непосредственно специалист, и у него есть инструмент, потому что и находится там человек, и этот человек может вам не ответить.
Но если он не отвечает, у вас есть механизм воздействия на этого ответственного исполнителя. У вас есть канал, открытый канал, у вас это прозрачно. Вы можете всегда написать в открытые источники, да? Получается, на их канал написать о том, что вы написали, и это становится как бы общеизвестным фактором. Прозрачная работа. Да, прозрачная работа. И я думаю, каждый постарается вам ответить. А кто занимается разработкой приложения? Это заказ? Нет, это не заказ, это мы сами разрабатываем. У нас достаточно уже хорошая команда собралась. Это программисты, это дизайнеры, это те люди, которые руководство, административно-управленческий персонал, там, планирование, дизайны. Все это делает команда, которая находится у нас здесь, в Якутске. В общем, мы сами разрабатываем. Поэтому мы подходим к разработке очень вариативно, скажем так, вариативно. Если вы посмотрите в магазинах в App Store, там, в Play Market, увидите, что практически обновление у нас происходит каждую неделю. А на других системах обычно происходит там 2 месяца, раз в 2 месяца, да? Раз в месяц, ну, максимум. Такие приложения делаются под заказ. То есть заранее делается техническое задание, и под это техническое задание начинает работать студия, которая разрабатывает вот эти все приложения. Вот в этом у нас отличие, да, что мы сами разрабатываем, мы подходим вариативно, вопросы решаем, так сказать, более мобильно и быстро. А есть ли обратная связь от пользователей и помогает ли обратная связь приложению? Да, конечно, у нас очень много обратной связи, потом мы в постоянном контакте с нашими пользователями, да, вот, например, владельцы бизнесов, да, сотрудники бизнеса, мы с ними в постоянном контакте. За приложением, как я сказал, у нас существуют цифровые кабинеты, где мы можем общаться, где у нас есть цифровая почта, и посредством этого мы получаем обратную связь. Какие-то механизмы, именно реальные, скажем так, механизмы. Например, бизнес захотел сделать уведомление своим подписчикам, своим клиентской базе, да? Они нам это пишут, сейчас у нас механики нет, мы это разработали сейчас. То есть у бизнеса сейчас есть механика уведомить своих постоянных клиентов о какой-либо акции, лично, да, и даже поздравить с днем рождения, с праздником. Ну, вот такая механика, например, появилась, благодаря тому, что есть обратная связь. Как вы видите масштабирование проекта «Обращайся» и какие цели вы намерены достичь? Масштабирование «Обращайся» обязательно будет. Но чтобы масштабироваться, нам нужно создать в Якутии, да, у нас в республике свое социальное сообщество. Ну, скажем так, цифровой виртуальный мир Якутии. После этого у нас планы продвинуться по Дальнему Востоку, да? По Дальнему Востоку, хотя на самом деле у нас уже пользователи из Санкт-Петербурга, и из Москвы, да, и из Новосибирска, и из Владивостока. То есть это уже мы уже в какой-то части работаем уже по России. И вся механика, инфраструктура, вот бэкэнд, да, вот такое есть понятие, вся архитектура, вся платформа, она примерно как и все другие социальные сети. То есть она может и будет становиться, мы очень надеемся на это, социальной сетью Российской Федерации. Все блогеры, все бизнесы, все люди, те, которые пользуются, мы все будем входить на аудиторию другого уровня, Дальнего Востока, России. Спасибо. А какие у вас пожелания для пользователей? Для пользователей мы в очень скором времени запустим короткие видео
в нашем приложении. Короткие видео по типу рилса, шорса, да. Социальная сеть, обращайся, она чем-то похожа на Telegram. Во-первых, здесь каналы, да, сразу скажу. Чем-то похожа на YouTube. То есть даже имея у себя 15 подписчиков, у тебя просмотров будет 3000. Есть такие примеры. Любой может создать канал. При скачивании страница не создается, как в Инстаграме, как ВКонтакте. Очень много отличий от Инстаграма. Это не прямая копия Инстаграма или прямая копия ВКонтакте, прямая копия Телеграма. Это другое, да, другая механика, которая позволяет нам создать свою социальную сеть. И хотел бы, чтобы все люди нашей республики, да, все блогеры, все руководители бизнесов, да, руководители учреждений, организаций скачали наше приложение, начали пользоваться, посмотрели для себя, для своей работы хорошие инструменты решения своих вопросов, да, хорошие инструменты продвижения и увеличения продаж для бизнеса. Да, а для блогеров совершенно другой канал для своего контента. Поэтому мы все приглашаем вас в нашу с вами общую социальную, первую якутскую социальную сеть.